Искал своих, передвигаясь на полусогнутых, плотно прижимая автомат к животу. Увидел лежачего на земле санинструктора Вайсмана. Наклонился к нему. И тут пуля просвистела, пробив мне пальцы руки и заодно прошила сумку санинструктора. Простреленные пальцы мне перевязали. Я расспросил санинструктора, где наши и какова обстановка в целом. Выглянул из воронки, увидел, как наши вплотную подошли к лежащим за железнодорожным полотном фашистам и забрасывают их гранатами. Затем, все разведав и разобравшись в обстановке, побежал обратно к своим. Вот здесь я совершил роковую ошибку. Ведь я знал о том, что вражеские снайперы постоянно охотятся за командирами, связными, пулеметчиками и снайперами. А я был связным и должен был передвигаться предельно осторожно, незаметно. Но я спешил поскорее выполнить задание. В разговоре с санинструктором потерял бдительность и попал под прицел вражеского снайпера. Ранее, когда я шел сюда, я заприметил маленький овражек, низину, по которой можно было бы передвигаться незамеченным. Остановился, решил оглядеться в местности. Приподнялся из укрытия, чтобы посмотреть, где же тот овражек. Раздался выстрел, и пуля снайпера угодила мне в челюсть. Придя в сознание, я решил осмотреть рану. У меня с собой было зеркальце. Достал его из кармана гимнастерки здоровой рукой. И, о боже, вместо челюсти я увидел пещерку с костями, остатками зубов и свисающими ошметками мяса по краям. И снова я впал в забытье. Очнувшись, хотел встать, да не смог. Собрался с силами, осмотрел себя. С ногами у меня вроде бы все в порядке. Немного отлежался и с трудом встал, размялся и еле-еле доковылял до своих. Пути 1,5 километра было. Командир батальона, капитан, ждал меня. Подбежал к подножью оврага и крикнул: «Прыгай!». Я упал ему прямо на руки. Весь в крови, еле ворочая языком, доложил ему обо всем, что увидел и разведал. Меня повели в медпункт. Врачи обнаружили у меня в теле 6 ран. Извлекли пули из руки, челюсти, колена, локтей, живота и спины. «За тобой охотился снайпер», — сказали мне врачи. Да я и сам понял, что оказался удачной мишенью. Сам виноват, выдал себя. Надо было быть осторожнее, крадучись, ползком передвигаться. Думаю, на мое счастье, снайпер не таким уж метким оказался, раз я жив остался. На следующий день меня привезли в медсанбат. Там еще одну рану обнаружили, 7-ю по счету. Сквозной прострел на правом плече. Вот таким изрешеченным я и пролежал полгода в госпитале. Там же, позднее, мне вручили медаль за боевые заслуги.